главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с ходом подготовительных работ во имя встречи 30-летия государственной независимости, реализации государственных программ, работ по благоустройству в городах и районах Хатлонской области, встреч и бесед с представителями и активистами различных слоев населения, ознакомления с уровнем жизни и благосостояния граждан, процессом полевых работ, сдачи в эксплуатацию юбилейных объектов прибыл в Хатлонскую область. 24 марта 2021 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с ходом подготовительных работ во имя величественной встречи 30-летия государственной независимости, реализации государственных программ, работ по благоустройству в городах и районах Хатлонской области, встреч и бесед с представителями и активистами различных слоев населения, ознакомления с условием жизни и благосостояния граждан, процессом полевых работ, сдачи в эксплуатацию юбилейных объектов прибыл в Хатлонскую область. В международном аэропорту города Бохтар лидера нации Эмомали Рахмона тепло встретили вице-премьер Республики Таджикистан Давлатшох Гулмахмадзода, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода и другие ответственные лица. В рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в городе Бохтар вначале сдал в эксплуатацию здание инновационного медицинского колледжа города Бохтар. В рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Бохтар вначале сдал в эксплуатацию здание инновационного медицинского колледжа города Бохтар. Инновационный медицинский колледж открытого акционерного общества «Саудат» реконструирован и отстроен на базе обветшалого здания дома бытового обслуживания «Саудат» и преобразован в образовательно-медицинский объект. Здание около 30 лет находилось в плачевном состоянии, и благодаря вкладу патриотически настроенных братьев из семьи Сохибовых отныне будет служить жителям Хатлонской области как инновационный медицинский колледж. Здание колледжа восстановлено по современному проекту и предназначено для получения среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Объект состоит из 6 этажей, а работы по реставрации и благоустройству выполняли строителями общества с ограниченной ответственностью Орион Сохтмон города Бохтар в течение более 2 месяцев. В дни празднования Международного Навруза колледж стал хорошим подарком главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, для молодежи Хатлонской области. В ходе ознакомления с условиями обучения в инновационном медицинском колледже лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку процессу по благоустройству и качеству выполненных работ и обязал ответственных лиц подготавливать опытных и высококвалифицированных специалистов. Президент страны выразил благодарность семье Сохибовых за внесение такого вклада в дело улучшения здравоохранения во имя охраны здоровья жителей и практическую реализацию плана мероприятий по достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Инновационный медицинский колледж города Бохтар имеет актовый зал, 65 аудиторий, 10 административных кабинетов, отдельные кабинеты для кафедр стоматологии, акушерства, информационных технологий, а также электронную библиотеку на 1700 студентов в одну смену. Колледж будет готовить высококвалифицированных специалистов по 6 средним медицинским специальностям, в том числе сестринскому делу, стоматологии, фармацевтики, акушерству, общей медицине и медицинской диагностике. Прием абитуриентов и постоянная работа медицинского колледжа начнется в июне 2021 года, а обучение будет проходить на договорной основе. Президента страны проинформировали о том, что для подготовки специалистов, отвечающих самым современным стандартам, создана и оборудована научная среда, практические лаборатории, кабинет анатомии, центр отработки практических навыков. Актовый зал колледжа очень просторен и красив и предназначен на 140 мест. В актовом или лекционном зале установлена электронная доска и имеются другие электронные учебные пособия, которые позволяют студентам
пользоваться всеми передовыми мировыми медицинскими наглядными пособиями с использованием таких современных технологий. Было отмечено, что качество образования необходимо привести в соответствии с международными нормами. В ходе теплой беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что охрана здоровья населения как богатство государства всегда находится в центре внимания. В этой связи строительство такого современного медицинского колледжа в областном центре было расценено очень полезным и своевременным во всех отношениях. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же ознакомился с уголком фитотерапии и поручил обучать студентов изготовлению лекарств из отечественных лечебных трав и цветов. В этом уголке было выставлено более 20 видов лекарственных препаратов и горных лечебных трав. Наряду с созданием образовательного учреждения его учредители украсили территорию декоративными деревьями. Здесь посажено около 100 редких декоративных деревьев, завезенных из-за рубежа, и налажено выращивание более 15 тысяч различных цветов, благодаря чему обеспечивается благоприятный климат вокруг здания. Для студентов установлены современные скамейки и другие дополнительные объекты, где будущие лекари в свободное время могут отдыхать и прогуливаться. В ночное время здание инновационного медицинского колледжа освещается, что придает облику города большую красу. Чайхана и ресторан построены по красивому архитектурному проекту, а входные двери сделаны из резного дерева. Также в городе Бухтар Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию предприятие по производству шифера. Общество с ограниченной ответственностью «Бухтар-Шифер». В городе Бухтар Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию предприятие по производству шифера, общество с ограниченной ответственностью «Бухтар-Шифер». Новое производственное предприятие в промышленной зоне города Бухтар на площади 1 гектара построено отечественным предпринимателем Дустмуродом Маджидовым. В рамках реализации 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны и во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. Деятельность предприятия налажена в 3 смены, и постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой стали обеспечены 60 местных жителей. На предприятии установлены 2 современнейшие технологические линии, завезенные из Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Производимая продукция соответствует мировым стандартам по внешнему виду и качеству. В ходе ознакомления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что промышленное предприятие производит от 1500 до 2000 штук шифера в сутки. Годовая мощность предприятия составляет 1 100 000 штук шифера, а с учетом рыночного спроса есть возможность производить еще больше продукции. Для производства шифера используется качественный цемент таджикских предприятий, а сырье импортируется из Республики Казахстан. Напомним, что это первое новое промышленное предприятие в городе Бухтар, которое начало производить шифер. По утверждению специалистов сферы, произведенный шифер устойчив к жаре и холоду, а их долгосрочная служба гарантирована. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам предприятия уделить серьезное внимание качеству продукции в производственном процессе и наряду с обеспечением внутреннего рынка организовать экспорт шифера за границу. После ознакомления с деятельностью предприятия по производству шифера, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же заложил первый камень в фундамент строительства нового предприятия по производству асбестовых труб. В соответствии с планом, это предприятие предназначено для производства соединителей и труб диаметром от 100 до 500 мм и длиной 4 метра. Здесь также будут производиться от 500 до 800 штук асбестовых труб в сутки. После сдачи в эксплуатацию нового предприятия 15 местных жителей будут обеспечены постоянными рабочими местами.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на территории нового предприятия ознакомился с выставкой продукции, произведенной промышленниками Хатлонской области. На выставке в основном были представлены различные промышленные и строительные материалы. В ходе беседы с рабочими и специалистами глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что вклад отечественных предприятий также значим в реализации 4-й национальной цели ускоренной индустриализации страны, а наряду с ростом отечественного производства местные жители будут обеспечены постоянными рабочими местами. Следует отметить, что в промышленной зоне города Бухтар есть необходимая инфраструктура для строительства малых и крупных промышленных предприятий, в том числе асфальтированные дороги, линии электропередач, водоснабжение и канализация и другие необходимые условия. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленной зоне города Бухтар дал старт деятельности предприятию по производству велосипедов и носков общества с ограниченной ответственностью «Сомони Расул». Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленной зоне города Бухтар дал старт деятельности предприятия по производству велосипедов и носков общества с ограниченной ответственностью «Сомони Расул». Предприятие создано отечественным предпринимателем Расулом Сохибназаровым во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. А с началом его деятельности рабочими местами стали обеспечены 30 местных специалистов. По утверждению специалистов, для производства велосипедов вначале изготавливаются запасные части, которые в основном состоят из железных изделий. Процесс производства большинства деталей велосипеда осуществляется с использованием сварки, которая на высоком качестве выполняется специалистами и профессионалами. И в процессе производства большинство операций осуществляется вручную. На предприятии для изготовления запчастей установлены необходимые станки и оборудование. По словам специалистов, некоторые запчасти для велосипедов завозятся из-за рубежа. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с процессом производства велосипедов разных размеров на этом вновь созданном предприятии и дал высокую оценку качеству работы и трудолюбию коллектива. Было отмечено, что в настоящее время на предприятии налажено производство более 10 видов велосипедов различных форм и размеров и в месяц может производить 1000 велосипедов. С учетом того, что в последние годы спрос населения на велосипеды возрос, руководство предприятия производит продукцию высокого качества и предлагает ее покупателям. Велосипеды, произведенные предприятием, считаются импортозамещающей продукцией и предлагаются покупателям по доступным ценам. В обществе с ограниченной ответственностью «Сомони Расул» наряду с производством велосипедов в отдельном цехе также налажено производство носков. В данном цехе установлены 20 единиц ткацких станков производства Чехии и Южной Кореи. Производственная мощность цеха составляет до 100 тысяч пар носков в месяц. В настоящее время в этом цехе к работам привлечены 10 местных жителей, в основном женщины и девушки. Сырье доставляется в цех с прядельных фабрик страны, а цветные нити перерабатываются до последней стадии, в результате чего получаются высококачественные хлопковые носки. В настоящее время носки, производимые на этом предприятии, представлены на рынках и в торговых центрах Хатлонской области и других городов и районов республики и имеют своих покупателей. Общество с ограниченной ответственностью «Сомони Расул» планирует увеличить производственные мощности по производству велосипедов и носков, а также наряду с удовлетворением потребностей населения страны наладить экспорт отечественной продукции в зарубежные страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в центре города Бухтар в ресторане «Малика» провел теплую сердечную встречу с воспитанниками детских домов Хатлонской области.
Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре города Бохтар в ресторане «Малика» провел теплую и сердечную встречу с круглыми сиротами Хатлонской области. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с круглыми сиротами Хатлонской области из городов и районов Бохтар, Левакант, Нурек, Абдурахмани Джоми, Яван, Хуросон, Кушоньон и Вахш и одарил и обрадовал их наврузовскими подарками. Дары главы государства состоят из одежды, сладостей, 5 видов художественных книг и денежной помощи. В ходе своего выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, рассказал об усилиях и мерах правительства страны во имя обеспечения достойной жизни детей, волей и судьбы лишившихся родителей, а также о поддержке других уязвимых слоев общества. В Хатлонской области действует 29 организаций и учреждений, оказывающих социальные услуги инвалидам и детям с ограниченными возможностями, в которых сотни людей охвачены заботой руководства государства и правительства. В настоящее время в стране действует 63 школы-интернатов, в которых в 2020-2021 учебном году были охвачены учебой, воспитанием и заботой лидера нации 8146 человек, в том числе 2526 девочек, а также 1653 ребенка с ограниченными возможностями, 176 круглых сирот, 1384 сироты, потерявшие кормильца, 343 ребенка, лишившихся матерей. Из общего количества школ-интернатов 14 являются республиканскими школами-интернатами, относящихся к Министерству образования и науки Республики Таджикистан. 9 республиканских школ-интернатов для детей-сирот, 4 школы-интерната для детей с ограниченными возможностями и 1 специальная республиканская школа-интернат в городе Душанбе, в которых в 2020-2021 учебном году в целом учебой и воспитанием охвачены 2585 человек, из которых 564 являются детьми с ограниченными возможностями, 53 круглыми сиротами, 440 лишенных отца и 140 потерявших матерей. Следует отметить, что все эти дети находятся под отеческой опекой и заботой лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и глава государства постоянно интересуется их состоянием, условием проживания и учебой и всегда находится в курсе их проблем. Сегодняшняя встреча президента страны также является логическим продолжением гуманных мер социальной политики главы государства. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в районе Кушоньон посетил вновь созданный суперинтенсивный сад дихканского хозяйства Кахрамон. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в районе Кушоньон посетил вновь созданный суперинтенсивный сад в дихканском хозяйстве Кахрамон. Общая площадь земли, предназначенная для создания нового сада, охватывает более 10 гектаров. Суперинтенсивный сад создан на площади почти 8 гектаров с использованием современных технологий выращивания деревьев и передовых методов ведения сельского хозяйства. На более 3 гектарах сада посажены персиковые деревья и на 3 других гектарах яблоневые, вегетация которых проходит хорошо. Саженцы посажены в соответствии с рекомендациями ученых и с учетом агротехнических требований, и этот фактор поможет в будущем обеспечить рост и хорошую вегетацию саженцев. Суперинтенсивный сад создан отечественным предпринимателем Зайнулу Кахоровым во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а его урожай в основном предназначен для экспорта. Орошение и подпитка саженцев налажены капельным методом.
отметом, что в нынешних условиях полезно во многих отношениях. Предотвращается бесполезная трата поливной воды и снижается стоимость удобрений. В ходе реализации проекта и создания данного сада 60 местных жителей стали обеспечены сезонными рабочими местами, а 15 – постоянными. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали о том, что посаженные в суперинтенсивном саде саженцы начнут плодоносить уже на второй год. Яблоки созревают в сентябре, что является одним из основных приоритетов. В новом саду посажены 3 вида персиковых деревьев и 3 вида яблонь. Согласно анализу и оценке ученых-аграриев, с учетом правильного и своевременного соблюдения агротехники, с 1 гектара ожидается получение от 80 до 120 центнеров плодов. Этот фактор прежде всего отвечает интересам садоводов и дает основу для обеспечения потребительского рынка вкусными и экологически чистыми отечественными фруктами. В настоящее время в суперинтенсивном саду продолжается посадка деревьев, и до сегодняшнего дня посажено 3000 персиковых деревьев и 2000 яблоневых. Для сохранения этого сада окрестность огорожена. В нижней и верхней частях суперинтенсивного сада посажено 450 хвойных декоративных деревьев. В соответствии с планом, в будущем на площади 1 гектара будут посажены черносливы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе знакомства с суперинтенсивным садом расценил начинание местного предпринимателя по созданию сада инновационным методом, весьма полезным для развития сферы, и дал указания и поручения руководству хозяйства по эффективному и рациональному использованию каждой пяди земли и получению богатого и качественного урожая свежих фруктов. В будущем в рамках рекомендаций и указаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, руководство хозяйства намерено рядом с суперинтенсивным садом на площади 2 гектарах также создать постоянно действующую теплицу для выращивания ранних овощей, таких как помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец, красный перец в соответствии с современными требованиями и передовыми методами. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Махале Гайрат города Бухтар ознакомился с ходом выращивания и производства сельхозпродукции в теплицах на приусадебном участке местного жителя Фурката Косимова. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Махале Гайрат города Бухтар ознакомился с ходом выращивания и производства сельскохозяйственной продукции в теплицах на приусадебном участке местного жителя Фурката Косимова, который пользуется уважением как трудолюбивый человек, имеющий богатый опыт ведения сельского хозяйства. Члены его семьи своим девизом сделали постоянные напутствия и указания лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по рациональному использованию каждой пяди поливной земли и на своем приусадебном участке создали теплицу. На площади 14 соток были созданы 3 постоянно действующие теплицы, в которых они в течение года получают 2-3 урожая. В этих теплицах выращиваются помидоры, огурцы, болгарский перец и другие сельскохозяйственные культуры. Эффективное и целевое использование земли, постоянный труд позволяет этой семье получать богатый ранний урожай овощей и бахчевых и вносить свой вклад в дело обеспечения потребительского рынка. Создание теплиц на приусадебных участках – очень доходное дело, благодаря чему появляется возможность удовлетворить потребности покупателей во все времена года на огурцы и помидоры собственного производства. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку способу рационального использования земли на приусадебном участке и созданию постоянно действующих теплиц, приносящих хорошую прибыль, и назвал этот опыт по выращиванию ранних овощей в сегодняшних условиях достойным примера. Как было сообщено, в городе Бухтар в целом жителями на приусадебных участках созданы теплицы на площади около 70 гектаров. После сбора обильного урожая внутренний рынок будет обеспечен свежими овощами, а цены на них останутся стабильными. В ходе теплой беседы с уважаемым лидером нации Эмомали Рахмоном Фуркат Косимов подчеркнул, что он за счет теплиц в своем приусадебном участке получает 2-3 урожая овощей, и за счет этого его доход ежегодно составляет от 90 до 100 тысяч самани. После знакомства с ходом вегетации овощей в теплицах лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, за дастарханом провел свободную и искреннюю беседу с членами семейства Фурката Косимова. По мнению главы государства, в сегодняшних условиях каждая семья в стране
должна с выгодой использовать каждую 5 поливных земель, в особенности на приусадебных участках, и в первую очередь удовлетворять потребности своей семьи на сельскохозяйственную продукцию и другие продукты питания, и таким образом вносить вклад в реализацию одной из стратегических целей государства – обеспечения продовольственной безопасности страны. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, членам семьи Фурката Косимова за эффективное и рациональное использование приусадебного участка вручил ценные подарки, в частности 200 наименований книг, в том числе таджики Бободжона Гафурова. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.